В Ухтинском микрорайоне Дальний совсем скоро появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Объект строят в рамках нацпроекта «Демография». Федеральному бюджету он обошелся в 21 миллион рублей. Виктория Науменко о спортивных перспективах. Раньше ребята из школы номер 13 на этом поле могли только бегать. В следующем учебном году у них и у всей детворы из микрорайона Дальний будет целый спортивный комплекс с беговыми дорожками и даже хоккейным кортом. Территория рядом со школой номер 13 в микрорайоне Дальний всегда была востребованной. Здесь не только проходили уроки физкультуры на открытом воздухе, но и играли в футбол дети и подростки со всей округи. Может, и хотели бы заняться чем-то еще, да только возможностей не было. Ни беговых дорожек, ни тренажеров здесь предусмотрено не было. У нас не было своего стадиона. Этот стадион как бы городской, он не принадлежал нам. По возможности мы его очищали. Ребята поэтому занимались именно на нем. Но мы не могли себе позволить какие-то постройки или еще что-то, так как бюджета школы на это нету. И поэтому мы единственное, что могли, это сделать какие-то сетки, чтобы они могли играть в футбол, там, волейбол и все, дать какие-то мячи, еще что-то. Облагородить территорию пытались за счет народного бюджета. Подготовили проект, предлагали обустроить на этом месте площадку для сдачи норм ГТО. Но не свезло. Впрочем, и к лучшему. В рамках нацпроекта теперь у ребят из Дальнего будет не просто площадка, а целый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В поселке у нас, кроме вот этого нового факота, никаких спортивных сооружений нет. Поэтому детям негде проводить время. На закупку оборудования Ухта из федерального бюджета получила 21 миллион рублей. Еще 1,5 на монтаж и 9 на обустройство самой площадки ушло из городской казны. Работы стартовали в конце июля. И теперь их окончание ждет весь микрорайон. Для молодых, я думаю, нужен. Потому что там играть тоже негде как бы. Да и нам, нашего возраста тоже как бы. Кто-то позаниматься можно, поиграть можно. В наше время такого особо не было. Раньше мы занимались в зале. А вот физкультура на улице какая-то в летнее время? Была, мы бегали. Вот поля не хватало. Ход работы оценила министр физической культуры и спорта Коми. Наталья Карина отметила, объект возводится не только для спортсменов. Он должен быть доступным всем, без исключения жителям поселка Дальний. Мы с вами исполняем поручение президента. В 2024 году мы должны с вами достигнуть занятий физической культурой и спортом всех людей, всех жителей 55%, к чему мы с вами и стремимся. И вот мы сегодня с вами видим, что Ухта старается, и мы очень надеемся, что 19 сентября мы с вами перережем красивую ленточку. Пока на территории будущего спорткомплекса укладывают покрытие. При хорошей погоде на это уйдет 2-3 дня. После начнется монтаж оборудования. Завершить его установку планируют к середине сентября. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.